Дорогие сограждане, сегодня глава государства выступил с очень важным обращением. Режим чрезвычайного положения продлен до 11 мая. Это непростое решение, но оно продиктовано исключительно заботой о здоровье казахстанцев. Как отметил президент, не время заниматься шапкозакидательством, но самоизоляция дает свои результаты. В Казахстане нет экспоненциального роста. В то же время Касым-Жомарт Кемелевич поставил перед Государственной комиссией задачи по восстановлению работ ряда отраслей экономики. Это еще раз подтверждает, что чем дисциплинированнее мы будем, чем строже соблюдается карантин, тем скорее мы вернемся к нормальной жизни. Это особенно актуально в преддверии майских праздников, а также на фоне священного для мусульман месяца Рамазан. Святой месяц Рамазан – это прежде всего месяц добрых дел, благотворительности. И это как нельзя лучше соотносится с нашей общестрановой акцией «Без бергемес». Богоугодные дела можно вершить и в карантинных условиях, помогая тем, кто нуждается в поддержке. Несколько часов назад завершилось заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения. Повестка – это реализация поручений президента. Одна из главных задач – это наращивание объемов тестирования. К слову, за апрель месяц из всех выявленных случаев заболевания 67% – это бессимптомные случаи, то есть сработала профилактическая диагностика. Люди не подозревали, что они болеют и, к сожалению, могли заразить. Как показывает мировая практика, особенно важно держать на контроле тестирование медицинских работников. В нашей стране проведено свыше 20 тысяч таких тестов. Следующий вопрос – обеспечение авиасообщения между городами Алматы и Нур-Султан. На первоначальном этапе планируется выполнение полетов с частотой 4 раза в день, 2 рейса Air Astana, 1 Fly Astana и 1 СКАТ. Авиаперевозчики обязуются сохранить стоимость билетов на уровне, который был до приостановления рейсов. В дальнейшем с улучшением ситуации будут рассматриваться вопрос увеличения количества рейсов и емкости воздушных судов. Полеты будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, утвержденных главным санитарным врачом на транспорте. Для осуществления перелета пассажиру необходимо иметь справку о прохождении теста на COVID-19 с отрицательным результатом. Детали по срокам действия справки прорабатываются. Использовать средства индивидуальной защиты, маски, перчатки. Пройти процедуру термометрии и соблюдать социальное дистанцирование. В аэропортах и воздушных судах будет проводиться усиленная дезинфекция. Более подробная информация будет предоставлена позднее. Следующий вопрос – реализация поручения главы государства о постепенном возобновлении работы некоторых секторов экономики. С завтрашнего дня во всех областях и с 1 мая в городе Шымкент возобновят свою работу промышленные предприятия, строительные компании, компании в сфере транспорта, складирования и логистики, автосалоны и СТО, банки второго уровня, нотариусы, зоны для оказания услуг бизнесу. В городе Нур-Султан заработают крупные магазины по продаже электробытовой техники, зоомагазины, магазины по продаже рассады семян за исключением цветочных магазинов, риэлторские компании, агентства по оценке недвижимости, страховые компании, банки второго уровня и микрофинансовые организации. В городе Алматы СТО, автомойки, шиномонтаж, ремонт бытовой техники, рекламные агентства, магазины сельхозтехники, автосалоны исключительно в части техобслуживания клиентов, компании транспорта и складирования, компании информационно-коммуникационных технологий, банки второго уровня с условием выхода 50% от штата, микрофинансовые организации, страховые компании, брокеры, ломбарды. На сегодняшний день за границей пребывают 175 тысяч граждан Республики Казахстан. Многие из них изъявляют желание вернуться на родину. Глава государства отметил, что никого на произвол судьбы наша страна не бросит. Всех, кто хочет вернуться, мы эвакуируем. Сейчас Министерство иностранных дел ведет большую работу в этом направлении. Как вам, наверное, известно, в некоторых, даже высокоразвитых странах иностранцам отказывают в лечении, аннулируют медстраховки. Мы будем эвакуировать 179 граждан из США
Это студенты и школьники, из Польши 65 граждан, из Израиля 28 человек. Из России в течение мая планируется эвакуировать свыше 6 тысяч граждан. Прорабатывается вопрос возвращения граждан и из других стран. Следующая новость будет интересна представителям бизнеса, в частности предприятиям, ориентированным на экспорт. Министерство торговли запустило специальную программу помощи предприятиям, которые хотят торговать на экспорт. CAS Trade Accelerator. Программа будет помогать в поиске рынка сбыта до поиска покупателей и заключения контрактов. Такая помощь будет оказываться бесплатно. Касательно работ по профилактике правонарушений, то 16 марта за нарушение режима чрезвычайного положения задержано более 16 тысяч граждан. Из них более 12 тысяч привлечены к административной ответственности, более 4 тысяч материалов находятся в производстве судов. МВД ведется также работа по установлению и нахождению контактных лиц. По запросам органов здравоохранения полиция установила местонахождение более 6,5 тысяч человек. В настоящее время поисковые мероприятия ведутся лишь по 7 лицам. В завершение хотел бы отметить, что следующее заседание комиссии состоится в ближайшее время. Более подробную информацию мы вам предоставим. Спасибо за внимание.